Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Дорогие братья и зрители, как всегда, первое будем благодарить Аллаха Всевышнего за все благо, за все безграничное благо Аллаха Всевышнего. И в прошлом неделе у нас не получилось, мы пропустили. Иншаллах, мы старались в этом воскресенье продолжать, иншаллах, хадисы 40 имама Ан-Нави рахматуллахи. Так, мы будем говорить сегодня о пятый хадис, то есть хадисе Аиша радiyallahu анха, о котором говорится о бид'ате, нововведении, иншаллах, рахман рахим. Так, если у кого-то вопросы будет, иншаллах, может задавать, иншаллах, в конце урока, иншаллах. Так, عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عن أم المؤمنين, то есть от матери правоверных Умми Абдилlah, мать Абдилlah, что она является Аишой. Аиша, Калат, сказала она, Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, что посланник Аллаха саллаллаху сказал, Ман ахдатha фи амрина хаза, ма лейса минху фахуа раддун. Кто внесет что-либо новое в наши дела, имеется дела религии. В религии кто-то нового введет, чего в нем нету, то, что в религии нету она, то это будет отвергнуто, не будет принято. То есть здесь говорится в хадисе, что фи амрина хаза, в наши дела, то есть в религии, а не в дуня. То есть кто в религии то, что новшество придумывает или добавит, она не будет принята Аллахом Всевышним этого дела. Это хадис передал имам Бухари и имам Муслим, рахматуллах алейхим аджмаин. А в другом месте говорится, «Ман амила амалан лайса алейхи амруна фахуа раддун». Это передано имам Муслимой. Говорится, кто совершит дела, не основываясь на нашем предписании, то она будет отвергнута, то она не будет принята. Это хадис очень важен, очень необходимо выучить этот хадис. Потому что, что говорят исламские ученые про это хадиса, то есть это хадис, который четко, ясно отвергает все новшества. И имам Ан-Навави, рахимахуллах, говорит, что этот хадис является одним из тех, которые следует запомнить, потому что он является основой для опроверждения всех заблуждений и ложных представлений, а также основным принципом, который опровергает неправильные правила религии. И также Хафиз ибн Хаджар говорит, этот хадис является одним из основополагающих принципов и правил религии ислама. И также имам Ибн Раджаб аль-Ханбали говорит, что этот хадис является величайшим основоположением из принципов религии, и также она
И также, как хадис «Иннамаль а'маль бинният», то есть дела оцениваются по намерению, она является основой для оценки внутренних и скрытых поступков, а это хадис является что? Для оценки внешних поступков. И также Ибн Дакик Аль-Аид говорит, что этот хадис является одним из важнейших правил религии ислама, потому что он с точностью опровергает всякое нововведение и бита в религии ислама. Так, это хадис передает кто? Ан уммиль му'минин. То есть от кого? От уммуль му'минин. То есть мать правоверных Аиша, дочка Абу Бакра ас-Сиддиха, радiyallahu анху. Она родилась в Мекке, и с детства была мусульманкой. И Аиша была третьей женой пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. То есть третья жена нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. У пророка Мухаммада, саллаллаху было много женства, а самые первые это Хадиджа Кубра, Хадиджа бинти Хуайлид, радiyallahu анха. Первая женщина, которая приняла ислама, она была очень богатая, и все богатство отдала посланнику Аллаха, салама, чтобы на пути Аллаха Всевышнего, чтобы религия Аллаха развилась дальше. И до самой смерти она была рядом с посланником Аллаха, салам, и служил посланнику Аллаха, салам, и также служил религию. А вторая жена это была Сауда бинти Зам'a. Она вышла замуж за пророка после смерти Хадиджа, радiyallahu анха. И она была также вдовой, и Сауда была известна своей добротой и щедростью. И третья жена была Аиша, радiyallahu анха. Она является дочерью один из самых приближенных сподвижников посланника, это Абу Бакр ас-Сиддик, радiyallahu анху, первый халифа посланника Аллаху, саллаллаху алейхи вассалам. И Аиша, радiyallahu анха, вышла за посланника замужем, то есть молодой возрастной. И она была самой любимой женой пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Однажды Амр бин Ас спрашивал у посланника, что кого ты сами больше любишь. Посланник Аллаха сказал Аишу, сказал мужчине, сказал ее отцу, то есть Абу Бакр ас-Сиддику, радiyallahu анху. У Аиши, радiyallahu анху, не было детей. То есть от посланника Аллаха не было детей, и вообще у нее не было детей. Все дети посланника Аллаха были от Аиша, радiyallahu анха, от Хадиджа, радiyallahu анха. То есть Касим, Абдуллах, Рукая, Зайнаб и Умму Кулсум. Только один сын Ибрахим был от другой жены. И Фатима тоже была от кого? От Хадиджа, радiyallahu анха. То есть Аиша, радiyallahu анха, она была из числа мукассирин, те, которые очень много хадисов передали от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. То есть самая первая женщина по количеству хадиса. Никто не передавал хадис, как это передавал Аиша, радiyallahu анха, от нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Она передала 2210 хадисов от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. И она в месяц Рамазана, 27-й год, то есть по хиджри, она, то есть в возрасте 33 лета скончался, и в Мадине скончался, и Абу Хурайра, радiyallahu анху, совершила, то есть за нее, над ней джаназа, салат джаназа, и похоронили нашу матерь Аишу, радiyallahu анху, в Бакии. Это она является этот кладбище рядом с Мединой, масджид пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. И в нем
говорит посланник салам, что قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا кто внесет что-либо нового фи амрина хаза в наше дело это, то есть это в наши дела, в нашей религии говорит. Не дуня, а в религии. Дуня проблемы. Все то, что новшество в дуня, машина, не знаю, поезд, там, самолет, все то, что технологии, это хорошо в религии, использовать их. Но в религии, все то, что новшество, она не будет принята, она будет отвергнута. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Она не будет принята, то есть Аллах Всевышний не будет принят этого дела. Необходимо все наши дела благие соответствуют Коране и Сунне. Все то, что не соответствует, она не будет принята Всевышним Аллахом. Вообще, новшество, бида, это очень важная тема. Ислам, религия ислам, то есть Аллах Всевышнему приказывает, чтобы мы, раби Аллаха Всевышнему, следовали Корану и Сунне. Все то, что новшество, она не будет принято. То есть Аллах Всевышний не будет принято нововведение и новшество. Потому что религия, она все, то есть она полная, как Аллах Всевышний говорит, «Аль-яма акмалту лакум динакум, ва атмамту алайкум ни'мати, ва радиту лакум ислама дина». То есть ислам уже все, она наполнился. Там все, кто что-то будет там добавлять, убавлять, она не будет принята Аллаха Всевышнего. То есть, если кто-то хочет там по своей усмотрению совершать, делать благие и считает, что это религия, оно не соответствует Корану и Сунне, она будет не принята. Все, что благое дело, должно быть соответствовать Корану и Сунне. То есть приказом Аллаха, его посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляму. Например, если любое благо возьмем дела, если они не будут соответствовать религии, например, возьмем пост. Пост – это одна из благих дел. Но если не будет соответствовать Корану и Сунне, она не будет, не то, что не будет, но и не то, что не будет принята, но еще получит человек из-за этого греха. Например, кто пост держит в праздник, Идул Адха или Идул Курбан, да, вот, кто пост держит, от него и не принимается, и этот человек совершает греха, харам совершает. Или намаз, например. Она благая, но не будет соответствовать Корану и Сунне, она не будет принята, не будет принята перед Аллахом Всевышнего, и она плюс к этому еще совершает человек грех. Например, кто будет намаз делать дополнительно во время захода солнца или восхода солнца. Захода можно делать намаз аср, исключение, кто не смог. Но во время зенита человек будет совершать намаз, у него не будет принято. Плюс к этому человек получает харам, грех. То есть это очень опасно, поэтому необходимо следовать Корану и Сунне строго. А если кто-то совершает то, что из благих, но не будет узаконить его, то есть то, что нету Корана и Сунны, но она по сути является хорошим, но не будет узаконить его. Будет один раз, два раза делать и бросить его, здесь ничего не будет. Но кто узаконит его, будет она попадать в харам. И поэтому новшество в исламе, она опасная,
Или по-другому я объясняю новшество. Новшество, то есть в исламе любое изменение или добавки в религии, которая она не была установлена во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. То есть в Коране Сунна не было, и посланник Ислам его тоже не совершал. Ислам, она полная, заполненная, как мы сказали предыдущем, что Аллах сказал в Коране, «Аллям акмал лакум динакум», то есть сегодня я наполнил для вас религию, то есть она уже наполнена. То есть в ислам она жесткая, она не принята, и то, что кто-то что-то добавляет в исламе или убавляет в исламе, это строго запрещено в исламе. Почему новшество бидат в исламе, то есть опасно она? Давай рассказываем, я сохранил, если скажу, ученые говорят о опаснее этого новшества. Так, имам Аш-Шафи'и говорит в книге своей Ар-Рисала: «Куллу бид'атин далаля, ва ин ра'аху нас». То есть каждое нововведение – это заблуждение. То есть любое нововведение, оно является заблуждением, поэтому оно опасное. Имам Аш-Шафи'и рахматуллахи говорит, что «Ва ин ра'аху нас хасанан». Даже это множество, люди увидят в это множество, это она хорошая. То есть даже люди видят в множество хорошее, но она все равно заблуждение. Она то, что заблуждение, это опасное. И также имам Малик рахматуллахи говорит: «Ма лам якун фи замани Расули салам, ла якуну фи заманихи». То есть то, что не было частью религии в дни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, не может стать частью религии сейчас и сегодня. Это сказано в его книге Сахих Муатта. И также Ибн Хамбар говорит: «Куллу бид'атин далаля, ва ин ра'аху нас». Каждое нововведение – это заблуждение, и даже если люди будут считать этого то есть хорошим деянием. Это сказано в фатве. И также Ибн Таймия говорит: «Аль-бид'ату далаля, ва ма лам якун фи ахди набии салам, фала якуну фи ахди ахадин ба'даху». То есть новшество – это заблуждение, и то, чего не было в период жизни посланника Аллаха, и не будет, она не должен быть после него. И также Ибн Аббас говорит, «Ман ахда фи амрина хада, ма лайса минху, фахуа радун». Тот, кто введет новшество в наши дела, то есть в исламе, то, что не является частью ислама, тот отвергается. И также имам Малик рахматуллахи говорит, что кто вводит новшество в религии ислама, фактически считает, что на аузубилля посланник Аллаха не донес всего необходимого для соблюдения религии на аузубилля. То есть наговаривает и обвиняет нашего любимого пророка Мухаммада, поэтому она очень опасная. Там, где говорит: «Ман иджтахаса фи дини Аллахи ма лам якун фихи, фа иннама язунну анна Расулуллах саллам лам яблугhi дина». То, что мы сказали, она является на арабском языке. Вообще цель хадис, то есть цель новшества – это изменить или добавить в религию по усмотрению людей, что считают недопустимым в исламе, так как ислам уже является завершенным, как мы сказали, при приходе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И Али, радiyallahu анху,
говорит, он ночью сказал, о люди, убегайте от бид'a, от новшества, ибо каждое нововведение – это ошибка, а каждая ошибка выведет человека в огонь. Он также подчеркивал, что следование сунна пророка Мухаммада ﷺ – это единственный путь к спасению. В истории сподвижников очень много примеров. Они очень сильно поддерживали суннат Пророка и не любили, ненавидели новшества. Они чисто соблюдали религию. То есть, как она была, вот так же соблюдали и не любили и ненавидели новшества. Однажды Абдулла ибн Умар хотел в мечеть делать намаз, джамаат, и там был муазин перед икаматом сказал «Каду хумат салат», там соединяя это икамату. И Абдулла ибн Умар, он гневался, сказал, и вышел оттуда, с мечети ушел. И пошел в другом мечети намаз делал. Сказал, что не буду за бид'атчику намаз делать. Но ходил в другом, то есть джамаате, в другом мечети ходил и делал намазы. Поэтому она опасная. Любой, кто из нас хочет совершать дела, должен строго смотреть, она является ли в религии, то есть Коран и Сунна, то есть соответствует или Коран и Сунна или нет. Если нет, то это опасно, пускай убегает от этого бид'ата, иншаллах. Так, это хадис тоже закончится, иншаллах. Если у кого-то есть вопросы, пусть задает вопросы, иншаллах, по этому хадису. Или кто-то потом посмотрит хадис, эту программу, может, иншаллах, задавать вопросы в комментарии, иншаллах. Тогда, иншаллах, закончим. Аллах даст, иншаллах, в следующем воскресенье продолжение хадисов, иншаллах. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.